В Госсобрании Илтумен рассмотрели проект бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Министр финансов Якутии Валерий Жандоров сообщил, что доходы планируются с уменьшением относительно уточненного бюджета на текущий год на 36 с лишним миллиардов рублей. С учетом предполагаемых изменений законодательства и проекта прогноза социально-экономического развития республики, общий объем доходов госбюджета в 2020 году составит около 179 миллиардов рублей, в том числе налоговых доходов 110 миллиардов. Доходы госбюджета на 2021 и 2022 годы планируются в сумме около 187 миллиардов и около 176 миллиардов рублей соответственно. Валерий Жандоров сообщил, что в 2020 году прогноз поступления налога на прибыль по сравнению с уточненным планом 2019 года будет снижен. Это связано с уменьшением прогноза налога на добычу алмазов по причине уменьшения прогнозируемого объема их добычи. Этот момент в своем выступлении во время общественных слушаний, на которых обсудили бюджет Якутии на ближайшие годы, отметил председатель правительства республики Владимир Солодов. В целом благоприятной конъюнктуре, которая складывается с точки зрения экономического роста, есть один очень значимый фактор, который оказывает давление на поступление средств в бюджет республики. Это конъюнктура на алмазном рынке мировом, который связан с объективными характеристиками, связан с избытком сырья и изменением логистических схем. Так или иначе, мы уже сейчас констатируем сокращение продаж за 2019 год примерно на уровне 35% у системообразующей компании республики «Алроса», и это не может не оказывать влияние на поступление в наш бюджет. Поэтому бюджет сложный, бюджет мы формируем в таких сдержанных условиях поступления налогов, которые мы прогнозируем. Что касается расходов, то могу отметить, что несмотря на сложный характер бюджета, мы исходим из безусловного исполнения стратегических указов главы республики, из сохранения всех социальных обязательств, доступности медицины, образования и других социальных услуг, из сохранения и индексации реальных доходов работников в бюджетной сфере на уровне не ниже планируемой инфляции. Мы будем продолжать поддерживать доступность коммунальных услуг населению, а также заниматься повышением заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, которые попадают в так называемые майские указы, и иным категориям бюджетников. Особый акцент, по словам премьер-министра, в 2020 году будет сделан на разработку проектно-сметной документации, поскольку именно ее наличие позволяет активнее участвовать в федеральных программах и получать софинансирование из федерального бюджета. Владимир Солодов подчеркнул, что бюджет 2020 сохраняет социальную направленность. В общей сложности социальные расходы составляют 145 миллиардов рублей, это 80% расходов госбюджета республики. Председатель постоянного комитета Госсобрания Илтумен по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев принял участие в конференции, посвященной золотодобыче в Якутии. Народный депутат республики отметил, что добывающие предприятия, осуществляющие деятельность на определенной территории, так или иначе затрагивают интересы местного населения, в том числе внося изменения в окружающую природную среду. Возникают и спорные моменты недопонимания с обеих сторон. Для их урегулирования принят закон об ответственном недропользовании на территории Якутии, которым установлены основы правового регулирования взаимодействия недропользователей и органов государственной власти, органов местного самоуправления, общин коренных малочисленных народов Севера и граждан. Поскольку вы все помните статью 15 Федерального закона о недрах, где задачей государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории всех граждан Российской Федерации. Вот наш закон раскрывает более подробно данную задачу. Вводится понятие ответственного недропользования и устанавливается норма поведения социально ответственных недропользователей. Определяются направления взаимоотношения в сфере
социально-экономическое развитие соответствующей территории и охрану окружающей среды. По словам парламентария, в настоящее время в республике подписано около 40 соглашений с недропользователями. Кроме того, народный депутат республики призвал золотопромышленников уделить особое внимание вопросам природопользования, применения в своей деятельности экологической доктрины Якутии, а также тщательному изучению федерального и регионального законодательств в сфере золотодобычи. В частности, парламентарий акцентировал внимание на разработке законопроекта о вольноприносительстве, который в ближайшее время будет активно обсуждаться в стране. С 1 ноября все грузовики массой свыше 3,5 тонн и все автобусы должны быть оснащены тахографами. Вступает в силу новое федеральное законодательство. По оценкам экспертов, нововведение коснется примерно 70% участников рынка автоперевозок, всех тех, кто работает частным образом, не оформляя себя как индивидуальный предприниматель. Тахографы нужны для контроля безопасности движения. Эти устройства непрерывно регистрируют скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Все данные записываются на карту памяти в автономном режиме, то есть стереть или исправить их нельзя. Все попытки остановить регистрацию показаний или подправить итоговый отчет отразятся в памяти устройства. Получить доступ к данным могут только специалисты, имеющие специальный ключ. Установка тахографа обходится в 50-60 тысяч. Штраф за его отсутствие составит для водителей от 3 до 5 тысяч рублей, для организаций до 50 тысяч. Это, конечно, приведет к удорожанию наших автоперевозок, потому что будет ездить не один водитель, а будет ездить 2 водителя. Принесет некоторые неудобства нашим работодателям, но, тем не менее, это будет и безопасно и как для самого водителя, и как для всех наших пешеходов. Также с ноября меняются штрафы за нарушение водителям режима труда и отдыха. Ранее за это штрафовали на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь штраф увеличен. Водителям за нарушение придется заплатить от 1,5 до 2 тысяч рублей. Должностные лица до 10 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели до 25 тысяч. Организацию могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. В парламенте Якутии состоялся круглый стол на тему повышения доступности закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Прокопьев сообщил, что для создания благоприятной среды по участию местных производителей в закупках товаров, работ и услуг для нужд республики Центром закупок республики запущена подсистема закупок малого объема «Веб-маркет закупок». Это региональная информационная система в сфере закупок, где размещена витрина местных производителей для заказчиков, осуществляющих закупку товаров, работ и услуг на государственные и муниципальные нужды, а также на нужды отдельных видов юридических лиц. Проект представляет собой единое информационное пространство, удобное для взаимодействия заказчиков и поставщиков при осуществлении закупок малого объема в пределах 100 тысяч и 400 тысяч рублей как для государственных, так и для нужд юридических лиц республики. В целях информированности субъектов малого и среднего предпринимательства также работает интернет-портал. На нем имеется вся актуальная информация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Для информирования заказчиков о продукции местных поставщиков и обоснования начальной максимальной цены при размещении закупки, а также продвижения продукции местных производителей в разделе «Сделано в Якутии» приведен перечень местных товаропроизводителей. Читайте в свежем номере русского издания парламентской газеты «Ил-Тумен». Открытый парламент, бюджет Якутии обсудили на публичных слушаниях. Спецприложение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии «Голос Арктики». Анализ ситуации по повышению доступности закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства в материале «Госзакупки как мера поддержки». О том, как реализуется в республике национальный проект «Культура» в материале «Новые инструменты для юных талантов». А также читайте продолжение исследовательского проекта «Лики истории». В газете «Ил-Тумен» на якутском языке читайте материал о выступлении председателя Постоянного комитета Госсобрания Ил-Тумен по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева
на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных спасению Лесного фонда России. Корреспондент газеты Ирина Ханды освещает общественный форум молодежи республики, где молодые люди говорили о своих проектах, добровольческом движении, волонтерах и молодежном парламенте. В рубрике «Народная трибуна» поднимается актуальная тема переправы через Лену. В статье Людмилы Наговицыной затрагивается проблема государственной поддержки средств массовой информации, выходящих на языках коренных малочисленных народов республики. Также читайте материалы о вступивших в силу в ноябре законах, состоянии рынка труда в России, народном движении и многом другом. В Якутске состоялось торжественное заседание общественности, посвященное 25-летию Ассамблеи народов республики. С праздником участников заседания от имени парламента Якутии поздравил заместитель председателя Госсобрания Илтумен Виктор Губарев. Он отметил, что участники Ассамблеи народов республики ведут активную работу по консолидации национального согласия на основе главной цели – повышения благополучия каждого человека. Мы сегодня с большой признательностью отмечаем работу 70 национально-культурных общественных объединений. Среди них Республиканская ассоциация коренных малочисленных народов Севера, возглавляемая народным писателем Якутии, почетным гражданином республики Андреем Васильевичем Кривошапкиным, который делает большую работу укрепления национального сознания, развития родных языков и многие решают другие практические вопросы со всеми национальностями нашей республики. Вице-спикер Илтумена поздравил с юбилейной датой всех, кто стоял у истоков создания Ассамблеи, руководил ею в разные годы и пожелал им, а также ныне работающим представителям общественного движения доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов во благо мира и согласия всех народов, живущих на земле.